году от ковида умерло. Это о чем-то говорит? Хорошо, давайте мы. Что говорит? По какому поводу вы собрались? Мы пациенты после трансплантации почек. Каждый из нас перенес трансплантацию, кто 10 лет, кто год назад и так далее. Ежедневно и пожизненно нам прописаны иммуносупрессивные препараты, которые мы пьем для того, чтобы иммунная система наша не отторгала орган, который нам пересажен. Эти препараты государство должно закупать, ну то есть по программе и по Минздрава оно закупается и нам раздается по результатам анализа. Обычно это оригинальные препараты, потому что трансплантация это новая отрасль, ей всего 10-15 лет. И, естественно, все технологии европейские. После операции нас сажают на эти препараты, которые врач сам регулирует, каждому индивидуально, дозировка, соотношение и так далее. Их всего 4 препарата. И мы их пьем, ну, то есть ежедневно и пожизненно, как я уже сказала. В этом году Минздрав выделил огромную сумму денег, как я считаю, намного больше, чем в прошлые годы, 70 миллионов сом, но вот Уранбеки меня поправляет, что 78 миллионов сом. Но это почти 100 тысяч долларов. Нет, 100 тысяч долларов. Сейчас я интервью даю? Простите. Вот. Перебей. И мы просили, сразу написали тендерной комиссии, один из представителей нашего общества, всегда или два, сидит на тендерной комиссии и наши пожелания передает врачам, наш врач лечащий. И всей тендерной комиссии говорит, что нам нужно. В этом году мы написали обращение министру, тендерной комиссии, врачу своему сообщили, сказали, давайте купим по торговым названиям, потому что в прошлом году мы то же самое делали. В Казахстане был прецедент, они сейчас вывели закон, чтобы по торговым названиям. Опыт всех европейских стран, Англии, я читала в интернете, они тоже только покупают по торговым названиям, потому что перевести каждого пациента на такой препарат это очень сложный и дорогостоящий процесс. Нужно отделение, нужна лаборатория, нужны врачи. У нас в стране нет ни отделения, ни лаборатории, ни врача, хоть одного, который бы прошел стажировку и мог это сделать. У нас более 500 человек. Как массово всех переводить на другой препарат? Они даже не представляют. То есть это сейчас правительство сейчас закупает другой препарат? Да, они решили, что самый дешевый дженерики они купили. И уже без подписи всей нарушен закон о госзакупках. Когда тендер проходит, потом выводят победителей, и все участники тендерной комиссии, как всегда, подписывают этот документ. Без подписи решение было вынесено на сайте Минздрава, вывесен протокол, где выиграла всего одна компания по всем лотам, их более 8, и ей присуждено первое место. Там, где подписи, ни одной подписи нет. Нарушен закон о госзакупках. И уже победитель есть. То есть назад нужно, я не знаю, либо новый тендер объявлять, либо аннулировать. Это целая проблема. И почему они это сделали, когда мы сколько раз обращались? На кону жизнь всех пациентов. Просто.